Здравствуйте! В эфире «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Сегодня отмечается Международный день энергосбережения. Об энергосбережении много говорят, особенно в последние годы. Каких результатов удалось добиться в энергосбережении на территории региона, какие задачи стоят сейчас и что нужно делать собственникам жилья, чтобы их дом стал энергоэффективным. Об этом спросим у гостя студии. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие успехи сейчас есть в сфере энергосбережения за последнее время в нашем регионе и чем можем гордиться? Республика Саха-Якутия у нас является одним из передовых регионов в сфере энергосбережения. Начиная с 2011 года у нас очень много энергосервисных контрактов заключено в бюджетной сфере. Их количество на сегодня составляет 439 контрактов, охватывает территорию 27 муниципальных образований, а количество охваченных объектов составляет более 800 единиц. И на сегодня планируемая экономия, которая задана в контрактах, составляет более 4 миллиардов рублей. Реализовано мероприятий энергосервисными контрактами на 2 миллиарда рублей, и уже полученная за этот период, за последние 10 лет, экономия составляет уже 3,5 миллиарда рублей. Также у нас в этом свете для того, чтобы продолжить еще больше обеспечить динамику, остаются вопросы, связанные с оприбориванием. Многоквартирный жилищный фонд у нас на сегодня охвачен на 3,5 тысячи домов, это 48 где-то процентов. Еще предстоит нам обеспечить приборами учета порядка 3700 многоквартирных домов. Ну, индивидуальные жилые дома — это вот отдельная история, да, там сложные технические условия, но тем не менее есть у нас и ИЖС, которые обеспечены приборами учета. Также мы обращаем внимание на обеспечение приборами учета, то есть максимальный учет энергоресурсов на генерации и на потребление. И таким образом у нас на сегодня 440 котельных обеспечены приборами учета, и они подают показания по выработке тепловой энергии. И, как сказать, бюджетный сектор у нас имеет самый высокий уровень оснащенности. Если мы говорим вот про многоквартирные дома, где-то уровень 48%, то бюджетная сфера — это свыше 60%. Ну, об успехах мы с вами поговорили. Скажите, какие задачи сейчас стоят по энергосбережению на данное время? В первую очередь, это же мы перед собой ставим задачу информированность всех потребителей, объектов генерации, да, кто участвует в этих процессах, для популяризации сферы энергосбережения. Также у нас есть продолжение темы, связанной с оприбориванием. У нас поставлена задача к 2030 году обеспечить 100% оснащение приборами учета всех наших объектов. Также и у нас целевые показатели, которые установлены федеральными документами, это вот снижение удельного расхода. К 2030 году мы его должны сократить на 16%. Ну и очередной задачей является у нас снижение потребления воды. Вода как ресурс тоже имеет очень важное значение, и к 2030 году мы общий объем потребления, удельный расход потребления воды должны снизить на 8%. Но до 30 года срок не такой уж и большой. Какие сейчас мероприятия проводятся для достижения этих целей? Мы для того, чтобы целенаправленно идти к этой цели до 30 года утвердили на региональном уровне программу энергосбережения. И, соответственно, в рамках этой программы мы будем реализовывать мероприятия. Программа утверждена распоряжением правительства в сентябре текущего года. Также мы будем продолжать мероприятия, связанные с реализацией энергосервисных контрактов. В текущем году у нас заключены контракты именно в многоквартирных домах. Там я более подробно остановлюсь, да, потому что энергосервисные контракты, когда у нас разница есть в тарифах, где мы субсидируем большую часть, да, очень сложно. Поэтому мы добились этого и с помощью федеральных органов исполнительной власти, да, благодаря консультационной помощи, мы в текущем году заключили 2 контракта. Это вот первые контракты, которые будут реализовываться в республике. Также мы
провели и проводим, да, мероприятия, связанные с подготовкой к реализации энергосервисных контрактов. Это мы давали и оказывали финансовую помощь и обеспечивали многоквартирные дома приборами учета и индивидуальными тепловыми пунктами. Это 140 многоквартирных домов, это вот 2 года назад было. Да? Также мы параллельно стимулируем ресурсоснабжающие организации и управляющие компании для того, чтобы устанавливали умные приборы учета и интеллектуальное управление. Для этих целей в прошлом году мы ресурсникам и управляющим компаниям предоставили помощь на сумму 23 миллиона рублей. Тогда давайте поговорим действительно, что о насущном. Как сейчас жильцы могут снизить плату за потребление энергетических ресурсов? Потребление, экономия энергетических ресурсов, она осуществляется двумя способами. Это вот осознанное потребление, то есть человек, население самостоятельно решает и регулирует потребление, то есть можно постоянно выключать свет в тех помещениях, где нет необходимости находиться, да, можно воду экономить, потребление воды, использовать какие-то эффективные смесители и так далее, которые более-менее экономят расход воды, энергосберегающие, освещение, приборы, холодильники и так далее. И второе мероприятие, это у нас идет реализация мероприятий непосредственно по экономии. Если мы говорим про многоквартирные дома, у нас это происходит в рамках энергосервисных контрактов, либо управляющая компания может это реализовывать. И, соответственно, механизм энергосервисных контрактов позволяет, не вкладывая средства собственников, то есть в рамках тех общих объемов финансирования по многоквартирному дому, реализовывать энергосберегающие мероприятия. Этот механизм, как я говорил ранее, он уже запущен, и, в принципе, сейчас можно использовать эти механизмы. Соответственно, что туда входит? Утеплять можно, входные группы, двери менять, прибор устанавливать, интеллектуальное управление на узлах ввода делать, потому что мы зачастую осенью, весной чувствуем перетопы, да, допустим, жарко в квартире бывает. Это все регулируется, и это все приводит к экономии ресурсов. А это деньги, это экономия, но в период действия энергосервисных контрактов, естественно, платежи населения, они сохранятся. Средний срок энергосервисных контрактов, он составляет от 3 до 7 лет. И в период этого все равно платежи будут такими же, как раньше, но по истечении этого времени, уже когда энергосервисная компания отбивает вложенные средства, население уже будет чувствовать эту экономию. Получается, в рамках энергосберегающих мероприятий несет ответственность и может провести консультацию именно энергосберегающее предприятие, энергосервисное. Да, там энергосервисные компании могут, необходимую консультационную помощь оказать. Также управляющие компании на сегодня, которые управляют многоквартирными домами, да, в большинстве это, например, в городе Якутске, в больших городах, имеют достаточно компетенции, которые знают, как это все реализовывать. С нашей стороны идет именно реализация механизма. То есть реализация механизма, как именно энергосервис в многоквартирном доме. Но эффект ощутим после заключения энергосервисного договора? По непосредственным мероприятиям, которые реализованы в бюджетной сфере, да, эффект он есть. И на сегодня средняя доля, например, да, по всем мероприятиям составляет порядка 24% экономии. Да. Это в долгосрочной перспективе очень, привлекательно. Проблема в многоквартирных домах у нас именно была в том, что у нас отсутствовал механизм. Но механизм он в текущем году запущен. Соответственно, кто, например, допустим, население не знает, как это все, с чего начать. В данной ситуации именно управляющая компания может начать эти процедуры по обсуждению необходимости реализации мероприятий энергосбережения в конкретном доме. Также ресурсоснабжающие организации могут рекомендовать в течение раз в год какие-то мероприятия. Они видят, сколько ресурсов потребляет тот или иной многоквартирный дом. Но в целом это все инициатива исходит от собственников. То есть общее собрание собственников должно решить, необходимо ли реализовать такие мероприятия, нужно ли такие мероприятия. Поэтому все от активности собственников тоже очень сильно зависит. Скажите, а в рамках такой экономии будет ли осуществляться или осуществляется ли перерасчет?
соответствии с действующим законодательством у нас перерасчет — это обязательная процедура. Он происходит один раз в год на сегодня. И перерасчет за потребленные ресурсы, отмечая большую сторону, либо меньшую сторону, да, иногда бывает и большую сторону, да, из-за особенностей дома и так далее, осуществляется не в заявительной форме. То есть экономии можно получить, даже не реализовывая энергосберегающие мероприятия. Если вот в доме установлен прибор учета, если зима, например, теплая, да, по сравнению с прошлым годом можно получить меньше потребления тепла. И управляющая компания, она, начислив по примеру прошлого года, да, в течение года, получив фактические данные по итогам года, она обязана сделать перерасчет перед населением, и население не должно заявляться о том, что нужно. Это как бы, обязательная процедура. Поэтому перерасчет — это обязательная процедура. Ну, вот такой еще вопрос поступил к нам в редакцию. Истекает срок проверки счетчиков. Кто и как этим занимается и куда нужно обращаться? Приборы учета через определенное время подлежат поверке. Срок, например, вот общедомовых приборов учета тепла, воды, он составляет 4 года. По приборам, индивидуальным приборам учета горячей воды это тоже 4 года. Но вот, по приборам индивидуальным холодной воды этот срок составляет 6 лет. Поверку приборов учета осуществляет аккредитованные организации. Это у нас в республике этим занимается наша подведомственная организация Центр развития ЖКХ, который имеет собственную лабораторию. Также этим занимается Центр стандартизации. Ну и по мелким индивидуальным приборам учета есть ряд небольших предпринимателей, которые также этим занимаются. То есть хочу отметить, что по истечении поверки прибора не обязательно покупать новый прибор учета. Если прибор исправный, достаточно заказать поверку и дальше эксплуатировать в течение вот указанного времени. Я благодарю вас, Виктор Дмитриевич, за содержательную и достоверную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, в рамках актуального интервью мы сегодня разговаривали с первым заместителем министра ЖКХ республики Виктором Романовым. Берегите потребляемые ресурсы и до встречи в эфире.